такие умные, да, сами все это собираете. Да, мы здесь реализовали проект «Умный город». На огромном столе родное Осиново, каким его хотят видеть дети. Дома, школы и даже сортировочная станция для мусора. Все это ребята собрали сами. Нам дают компьютер, мы собираем робота и программируем его уже по программе LabVIEW. Как говорится, программирование это, скажем, развивает ум у детей и развивает абстрактное мышление. Поэтому это очень важно, скажем, развивается это с самого детства. Ребята участники кружка робототехники. С этого дня он будет располагаться в новом корпусе лицея имени Карпова. Его построили специально для младшеклассников. С хорошим рейтингом лицей имени Карпова сегодня ваши условия стали еще лучше. Я думаю, и старым зданием мы тоже проведем ремонт. Здание по последнему слову техники. Есть несколько только научных кружков. Дети отдельно изучают химию и нанотехнологии. Проходя через грунт, вода очищается от синего красителя. А прозвенит звонок, и ребята могут отдохнуть от учебы самыми разными способами. Посидеть на диванчиках или, например, поиграть в настольный футбол в любое время, кроме уроков. Для учебы 43 класса. Кроме этого, есть и комнаты для продленных занятий. Они отдыхают, развиваются, потом подготовка у нас бывает, домашние задания. А на досуге ребята даже делают свое телевидение. Теперь новости в новой студии. Школа очень понравилась. Здесь все современное, яркое. Новые технологии, оборудование, разные кружки. Сегодня мы получили школу нашей мечты. Очень долгие годы мы жили в очень стесненных обстоятельствах, учились 2 смены, учились в соседней гимназии. А сейчас наша мечта многих мальчишек, девчонок, родителей, учителей сбылась. Теперь школа будет работать по программе полного дня. Корпус рассчитан на 800 человек. Здесь ждут детей со всего Осиновского поселения. Рамиль Шайтурин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Зеленодольский район. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.